Это была любовь. Вот все, тогда все сначала, все. Направили мужа, он только закончил вот этот самый кинотехникум. Здесь специалистов не было, было 0, и его направили сюда на 3 года. А у нас была любовь. Пока еще в ней вся... Нам пришлось срочно за 1 день оформлять брак. Срочно. Для того, чтобы меня отпустили из Калининградского института, потому что я там хорошо училась. И мне сказали: нет, голубушка, поступила, Калининграду учителя нужны, мы вас приняли, будьте добры закончить. А я замуж выхожу. А вот тогда документ, вот тогда, в общем, пришлось нам в срочном порядке. В общем, мы оттуда бежали, мы никому ничего не сказали. Ни его родители, ни мои не знали. И не знали, что мы расписались. Никто ничего не знал. И в каком году это было? Это был 53-й год. Это был 53-й год, да. Вот. И мы, так сказать, вот и ехали с этой мыслью. Мы даже стул не покупаем никакой, потому что 3 года и нас, поскольку мы приехали из замечательных мест Восточной Пруссии, бывший Тильзит, бывший Кенигсберг. И так едем, отправляемся из Котласа на пароходе, который идет медленно, подолгу стоит на остановке в Айкино. Мы остановились, мы еще не знаем, что такое Айкино и что это за местность и каким образом. Сведений тогда было очень мало, только энциклопедические словари, больше ничего. Вот, там остановились, стояли долго, потому что загружали дрова на теплоход. И не теплоход, а на пароход. В результате плывем до Вычи, где, наконец, переходим в маленький, по сравнению с Вычегдой, так сказать, ручей, по сравнению с Вычегдой, с рекой, на реку Сысулу. И на реке, по реке плывем медленно, высокие берега, где-то район Тентюкова, как потом узнали. И, наконец, подплываем к парку. Видно, что это парк. Вот, стоит дебаркадер, в конце парка стоит дебаркадер. Выходим на этот дебаркадер, вещей у нас практически с собой было очень мало, только что в руках. И поднимаемся по высокой лестнице. Высокой лестнице, которая выводит на улицу Кирова. И на этой улице Кирова мы в поисках гостиницы, как нам указали, сворачиваем направо и идем в парк и улица Кирова. Ну и, конечно, сразу начинается открытие и сравнение, потому что отутюженные асфальты и покрытие западноевропейских городов, Тильзит и Кенигсберг, были, так сказать, совсем другое. А эта улица, вымощенная такими шашечками вот небольшими, деревянными, и вся эта улочка, она вот так нас и вела. Мы шли молча, удивленно, так сказать, это оглядываясь. И тогда, когда подходили уже где-то к Бабушкино, где мы должны были свернуть, гостиница, единственная гостиница «Север», которая была тогда на углу Орджоникидзе и Советской. И вдруг мой молодой муж, молча шли до этого, сказал: а знаешь, мне нравится. Ну, во всяком случае, это вот было такое как бы первое впечатление. Объяснений не было, что могло нравиться, но не было негативного какого-то вот отношения ко всему тому, что мы видели. Ну, еще, наверное, потому что мы были вместе, и нам было ничего не страшно.
и мы через 3 года должны были отсюда уехать. И, в общем, это только лишь какая-то маленькая часть нашей молодой жизни. Вот. Но дело в том, что тогда, когда мы поселились в эту гостиницу, и целый месяц мы там проживали, он сразу по своей профессии, специалистов не было, и потом его приняли с распростертыми объятиями. И первый день буквально, когда мы спустились для того, чтобы поужинать в небольшой ресторанчик при гостинице, мы были вот чрезвычайно, так сказать, удивлена тем, что музыки не было никакой, это было просто, как бы как общепит какой-то, да. Но вдруг среди людей, сидящих здесь, стали то в одном конце, то в другом конце подниматься молодые люди и читать стихи. Читать стихи. Это не было шоу, это никем не было запрограммировано, это было спонтанно. Это просто люди выражали вот так вот свои эмоции. И стихи были, так сказать, и явно, что и своего изготовления, их личные, и были стихи, те, которые уже были на слуху, были хорошо известны. А зачем они это делают? Они делали это просто по велению своей души. Вот люди пришли сюда, потому что большего, особенно в Сыктывкаре, в это время ходить было некуда. Никаких для молодежи там, допустим, дворцов культуры не было. Были в Ухте, были там в других городах. А здесь не было ничего для молодежи. Поэтому это было как бы средство вот какого-то общения. Но это выглядело как-то очень интеллигентно и очень так немножко удивительно. Хотя мы за день уже немножечко... Город-то маленький, и мы уже кое-что успели увидеть. А увидели мы, значит, такую картину. Конечно, попали на центральную площадь, которая и до сих пор является центральной площадью. Но она была намного больше, чем она теперь, потому что не было этих зданий правительственных. Их просто отсутствовали. Где-то на окраинке площади стоял сельхозтехникум, который теперь находится в Вильгарте. А тогда это было двухэтажное деревянное учебное здание. Каких в Сыктывкаре были учебные заведения тоже подобного плана, они были все в дереве. Вот. Но площадь была большая, поросшая зеленой травой. На этой зеленой траве паслись козы. Их было немного, они мирно бродили, никому не мешали, а поскольку все-таки там собиралась влага на этой площади немощенной, то были проложены мостки, деревянные мостки. В одном конце этих мостков стояла небольшая скульптура Ленина, в другом конце Сталина. Но территория была действительно очень-очень большая. Была почта, которая стояла точно так же, но она была, конечно, совершенно другого исполнения. И везде вокруг были деревянные дома. И вот каменные дома, это были просто, как бы единичные такие, которые вот как-то, так сказать, нет. Но и везде вот эти деревянные мостки. Ну, естественно, они были положены для удобства людей. И надо сказать, что дерево ведь очень добрый строительный материал. И по цветовой гамме, по всему вот этому, так сказать, тому, что от него исходит, оно опять, несмотря на то, что тут не было каких-то архитектурных таких вот уже замыслов, но это выглядело как-то очень по-доброму все. И даже эти мостки, когда по ним шел, от них, так сказать, толчок от шага был совсем не таким, как от каменного асфальта. А это было нечто совершенно какое-то другое вот ощущение.
Поэтому вот это было, так сказать, то, что проходило не только вот через зрение, а это происходило через вот какое-то вот то ощущение, в котором просто вот не было никаких каких-то таких вот негативных эмоций. Все было вот все было нормально. Посреди, недалеко от центра города, на улице Орджоникидзе, угол Орджоникидзе и Интернациональной, была огромная, никогда не просыхающая лужа. Огромная, как в Миргороде. Она все время была, эта лужа. Она только замерзала зимой. А потом она весной появлялась, и, наверное, как-то справиться с ней в те поры просто не было никакой возможности. Ну, а город легко обходился от реки до окончания города буквально за несколько минут. А вторая граница была совершенно четко. Она была такое. Вот первое здание института, которое сейчас есть, и напротив него это первое здание филиала Академии наук. Оно было двухэтажное. Сейчас оно трехэтажное, тогда оно было двухэтажное. Дальше этого здания начинался лес. Лес, тайга. Тайга, которая мы-то жили, мы жили и в многих других еще регионах России с родителями, но там были смешанные леса и больше лиственные леса. Это Нижний Новгород, Горький в те времена, там, и вот это, Иваново, вот это вот округ. А тут тайга. Елки. Вот. Но опять-таки она не вызывала какого-то такого вот, как бы, некоторого, может быть, испуга, хотя это несколько мрачновато. Почему? Потому что недалеко от института находилась лыжная база. Я не знаю, она сейчас стоит или нет, но была лыжная база, действующая, и эта лыжная база давала на прокат лыжи. Вот. На лыжах мы были невеликие умельцы ходить, но, тем не менее, зимний лес – это была великая красота, поэтому мы получали огромные эмоции от того, что мы падали, от того, что мы, прошли теперь больше и не упали. То есть это было как бы совершенно какое-то вот новое. Хотя холод был непривычен, мы уже привыкли все-таки к достаточно мягкому климату. Вот. Но, тем не менее, приспосабливались, все было нормально. Ну и дальше окружение, вот я помню, как на лекциях тогда, когда на третьем этаже особенно находилась аудитория, и смотрели, на восток выходили окна, а там где-то за Красной горой, туда дальше, там тоже была тайга. И я тогда, когда смотрела на эту тайгу, и у меня, она зимой была такого серого такого цвета, вот не зеленая, а такая серая, да, и я смотрела, и у меня было такое ощущение: ой, это Балтийское море, это Балтика суровая, которая тоже приблизительно такого цвета. И у меня было такое: где я, да. Этот город дал достаточно много, так сказать, впечатлений, еще и потому, что по работе моего мужа, он был связан с культурой, кино и, естественно, культура. И поэтому удивляло то, что, допустим, в драмтеатре были произведения, классика. И это все было так добротно, это было все так, на таком высоком уровне, что как бы не ценить это было никак нельзя. И опять-таки вовсе, ведь тогда абсолютно не было никаких выгод материальных. Тогда не было северных никаких. То есть зарплаты были точно такие же, как по всей России.
И поэтому с этой стороны нас как бы ничего не удерживало. Но дело в том, что мы просто попали в очень интересный период того, что происходило в городе. Началась какая-то такая вот медленная стройка. Каждый дом строился очень-очень долго. Очень долго. И тогда, когда, например, напротив кинотеатра «Родина» стали строить вот дом, который стоит и по сей день, и там магазин внизу, по-моему, тогда он 50-й назывался, и мы приходили туда как на экскурсию. Приходили как на экскурсию, и когда же он... А он несколько... И другая начиналась стройка. Это одно. Началось строительство кинотеатра «Октябрь». Такого типа кинотеатры строили практически во многих городах нашей страны. Да и у нас они были построены и в Ухте такой же тип, и в Инте был построен такой же тип. А мой муж был как раз связан со всеми этими делами, поэтому была просто очень интересная работа. Потом в городе было очень много интересных людей. Как раз именно таких, ведь специалистов своих-то республика тогда не особенно, так сказать, выковывала. И поэтому это были приезжие люди. В то же самое систему кино приезжали выпускники Ленинградского института кинематографии. В основном Ленинград у нас как-то было больше связано. И поэтому молодежи вот такой вот интересной, продвинутой было много, и общением было интересное. Поэтому, в общем-то, в этом отношении нас все устраивало. И плюс к этому была действительно интересная работа. И у него была работа нескончаемая. Вот это заканчиваем, а дальше начинается в другом городе. А он связан со всей республикой. А тут я заканчиваю 1956 год институт, получаю диплом, и вдруг открывается культпросвет-школа. И меня туда сразу приглашают, меня туда сразу берут. И берут сразу на интересную работу. Ну, как же можно было все это оставить? И, ну, собственно, как бы сравнения были явно не в пользу переезда. Вот таким образом уже даже не было разговора, ну, что мы еще тут вот годик, вот еще 2. Этот разговор просто ушел в сторону. Тут появились уже, так сказать, и детки наши. Вот так.